Добрый день. Следующий писатель, о котором мы поговорим, это Виктор Астафьев. Виктор Петрович Астафьев, годы его жизни 1924-2001. Астафьев ушел на войну добровольцем в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Причем он отказался от брони, которая ему была положена как железнодорожнику. Военную подготовку он получил в учебном автомобильном подразделении в Новосибирске. Весной 1943 года был направлен в действующую армию. Был шофером, но прежде всего он был связистом. В июле 1943 он участвовал в прорыве на Курской дуге. После очень тяжелого ранения в апреле 1945-го, во время этого ранения он потерял глаз, он служил во внутренних войсках. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. Первое свое произведение литературное Астафьев написал в 1951 году. Это был рассказ «Гражданский человек». Он написан был как полемическая реакция на рассказ фронтовика о войне, который герой слышал в литературном кружке, куда ходил. И вот этот рассказ, несмотря на то, что написал его человек, прошедший войну, изобиловал буквально красивостями, таким ложным романтизмом. И герой его был весьма далек от реальных героев войны. И Астафьев не выдержал и вот написал такой полемический рассказ. Вообще же к военной теме он шел очень долго. В повестях «Звездопад» 60-го года, «Где-то гремит война» 67-го, герои опалены войной, но нет ее непосредственного изображения. Там может изображаться госпиталь, тыловая жизнь, в которой, естественно, речь идет и о войне тоже, да? Вот. И только в повести «Пастух и пастушка» впервые изображается война. Непосредственно уже война изображается. Повесть эта была написана в 1971 году, но потом было несколько ее редакций. Вот последняя редакция в 1980 году была сделана Астафьевым. Это очень интересная по жанру повесть. У нее подзаголовок такой «Современная пастораль». То есть пастораль – это особый жанр, в котором изображается такая вот очень букалистическая, да, история любви пастуха и пастушки. Это всегда такой вот чувствительный пастушок, это такая коварная пастушка. Вот, это какие-то события, которые вмешиваются грубо в эту идеальную, нежную, прекрасную любовь, но все обычно кончается хорошо. Вот. А у Астафьева же речь идет о войне, и можно прочитать это определение «современная пастораль» в таком ироническом ключе. Но дело не только в иронии. Астафьеву вообще очень близок был сентиментализм, а пастораль – это один из жанров сентиментализма, потому что сентиментализм – это всегда разговор о чувствах, это всегда герои, которые глубоко чувствуют. Вот это было интересно Астафьеву. И поэтому в его повести «Пастух и пастушка» есть жанровые черты пасторали и в системе героев, и в особой роли музыки, и в мотиве тоски и тревоги. В принципе, в повести 3 таких дуэта «Пастуха и пастушки». Первый сентиментальный дуэт – это пастух и пастушка, которых видит Борис на сцене театра и вспоминает об этом, и вспоминает сиреневую музыку, которую тогда слышит. И вот этот мотив сиреневой музыки будет проходить через всю повесть. Второй дуэт – это трагический дуэт. Это реальные пастух и пастушка, старик и старуха, которые погибнут во время обстрела и будут лежать рядышком, обнявшись там в своем окопчике. И третий дуэт – это вот как раз дуэт Бориса и Люся. Война в повести тоже изображена по законам пасторали, то есть главное – это герой, его восприятие, его переживания, но постоянно вот любовь, нежность заглушаются грохотом боя. И война ужасна своей обыденностью, и ужасна тем, что ты привыкаешь к ней, да?
Но Борис так и не привык к смерти, к крови. И его любовь очень книжная, первая любовь, такая вот возвышенная, идеальная любовь, которая быстро обрывается, и герой не выдерживает прощания, расставания с Люсей. И он, когда в очередном бою будет ранен, он очень долго не восстанавливается, и его ранение, которое все врачи признают легким, оказалось очень таким тяжелым для него, и он умирает. Такое ощущение, что он умирает не от ранения, а от тоски по Люсе, от любви. И некоторые критики так и говорили, да, что вот это как бы смерть не то от раны, не то от любви, но все же дело не в оборванной любви. Не выдержала душа Бориса. Ранимая, чувствительная, нежная, она страдает, она не принимает того, что происходит на войне. И сам Астафьев так писал об этом. Сам знакомых сколько в те годы закопал, а будто так и надо. А вот мой Борис Костяев не влез в эту привычку, не вынес страсти такой. То есть вот эта вот нежная, чувствительная душа, которая так и не смирилась с войной. Но, читая повесть «Пастух и пастушка», не надо забывать и о древнерусской традиции житийной литературы. В житиях смерть, которая обычно происходит в пути, и путь героя наполнен страданиями, муками, и смерть – это такая награда за все эти страдания и муки, это отдых за мучение, это блаженное успение. И вот это тоже прочитывается и в повести. Не случайно 4-я часть «Пастуха и пастушки» так и называется «Успение». То есть успение, вот этот вечный сон праведника, и герой, который как бы награжден, да, получает за свои страдания вот награду, что ли, смерть, избавление от мук. За свою творческую жизнь Астафьев создает очень много значительных произведений. Это и «Последний поклон», и «Царь рыба», и «Печальный детектив», и цикл «Затиси». Но мы говорим о военной прозе, поэтому особо выделим роман «Проклятые убитые», который был написан в 92-94 годах, повесть «Веселый солдат», написанная в 98-м, и рассказы о войне, которые вошли в цикл «Затиси». Роман «Проклятые убитые» – роман, в котором Астафьев создает страшный образ войны. Он пытается показать, что война, она страшная и отвратительная, ничего красивого, светлого в ней нет. Она отвратительная война, страшная, надо и писать ее отвратительной и страшной, а не лозунговой, героической. И вот Астафьев это и делает. И потом для него еще важно написать свою войну. И он пишет о том, что хорошо очень знал, и поражает роман фактами, о которых не принято было говорить. Его отличает резкость, страстность, порой категоричность авторской интонации. Изображая вот эту вот страшную жизнь на войне, изображая тяжесть военного быта, подробности этой военной жизни, в которой человек, даже еще не начиная воевать, уже превращается в какой-то механизм безвольный, Астафьев все-таки не теряет веры в человека. И ему важно показать, да, человеческую душу. В последние годы Астафьев пишет произведения, в которых очень сильно автобиографическое начало. Это повесть «Так хочется жить» и повесть «Веселый солдат». Повесть «Веселый солдат» стала последней итоговой книгой Астафьева, и она выбрала в себя все, что вот было характерно для его творчества. Это и боль, и эмоциональный накал, и стремление говорить только правду, какой бы она ни была горькой, вот эта вот предельная степень исповедальности. И в «Веселом солдате» это соединяется, вот это изображение войны и послевоенной тяжелой жизни, тяжелые очень сцены, страшные сцены, описывающие войну. И все это соединяется с таким удивительным астафьевским лиризмом, с иронией. «Веселый солдат» — это ведь, по сути, сам Астафьев, да, так его называли, его однополчане, за его веселый характер, за его
умение как-то вот расшевелить, развеселить окружающих, там, то какую-нибудь частушку споет, то какие-то стишки расскажет, какие-то песни он там постоянно пел, именно вот пытаясь как-то поднять дух солдат. Вот. И вот «Веселый солдат» очень в этом смысле символичное название. Да? Веселый солдат, который прожил очень тяжелую жизнь, который прошел войну, и всю эту боль показывает Астафьев, но в то же время перед нами человек, который остался человеком. И вот для Астафьева как раз это важно. Человек, который, пройдя такое, сохранил в себе достоинство, не стал безвольным винтиком, не ожесточился, не озверел. Жизнь доказала, что даже на войне настоящий человек не теряет своего облика и начинает понимать мир, ценить жизнь дороже, любить родную землю и понимать природу глубже. Я, например, только на поле боя обнаружил, как красиво цветет картошка. Лежал как-то под обстрелом на картофельном поле и пытался отвлечься, стал рассматривать листок картошки. И таким он мне показался красивым, и так мне захотелось жить, что я выжил. В записях очень личные книги Астафьева – это такие зарисовки, миниатюры, в которых он что-то вспоминает. И очень часто в его произведениях появляются, да, вот эти фрагментики уже более разработанные. И вот в записях есть рассказ Макаронина, в котором как раз говорится о том, что на войне тоже можно остаться человеком добрым и милосердным. Там история о том, как герой лирический оказывается как бы вот в соседстве с незнакомым ему совершенно бойцом, который для него пожилой, и вот у них один котелок на двоих с супом. И наш молодой еще такой, да, герой, которому кажется, что вот такой опытный боец перед ним, который сейчас весь суп выхлебает, ему ничего не останется. Но он замечает, что боец-то этот вроде так захлебывает своей ложкой много, но берет-то не так много, а дает время как бы вот поесть и своему соседу. И вот так они как бы вдвоем доели этот суп, а на дне осталась одна единственная макаронина, огромная такая. И наш герой, который с тоской думает о том, что сейчас вот этот лихой сосед опытный себе эту макаронину-то и возьмет и съест ее. И вот он слышит этот звяк ложки, думает, все, пропала макаронина, а потом открывает глаза и видит, что ее поделил его случайный спутник на две части, причем в себе взял меньшую часть, а большую, намного большую, двигает как бы солдатику этому молодому. И вот этот урок, я не знаю, доброты, милосердия, который вот преподает герою лирическому совершенно неизвестный ему солдат, такой завет на всю жизнь. И в финале рассказа Астафьев как раз об этом пишет. Вот видите, да? То есть опять же мы говорим о каких-то вечных человеческих качествах, вроде в связи с войной, в связи с военной прозой, но мы говорим не только о подвиге, героизме, а мы говорим еще и о том, что вот главное, наверное, подвиг и героизм в том, что люди, которые воевали, остались людьми, они сохранили в себе эту человечность. И вот и в самом Астафьеве, и в его героях это есть. На этом все. Всего доброго.